Добрый день! Вы смотрите «Рабочий полдень» на телеканале Юрган. Значит, пришло время сменить направление своих мыслей, чуточку расслабиться и отдохнуть. В студии Екатерина Борш, и рабочую неделю предлагаю завершить философской и в тот же момент спортивной темой. Сегодня мы разбираемся в том, что такое йога. Фитнес или образ мысли. Гости нашей студии – преподаватели открытой йоги Александра Тата и Владимир Гелис. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Напомню нашим телезрителям сразу телефон прямого эфира 46 90 60. Традиционно я вам предлагаю участвовать в нашем эфире, задавать вопросы гостям. Звоните, задавайте, с удовольствием будем на них отвечать. И также по традиции предлагаю для начала разобраться в терминах. Что такое все-таки йога? Ну, йога, если открыть такой словарь, это добрая и логичная система самопознания. Примерно так это звучит, совсем ничего не понятно. Но сама йога очень жизненна и может ее применять в жизни каждый. Видов йоги существует столько, сколько существует видов деятельности. То есть я сейчас разговариваю, это может быть йога, смотрю, это йога, что-то делаю, это йога, работаю йога, отдыхаю йога и так далее. Видов йоги огромное количество, и каждый найдет свою. Но мы, может быть, побольше поговорим о таком виде йоги, как хатха-йога, которую мы преподаем в фитнес-центрах, в йога-центрах, которые вы можете найти вокруг. И чем она отличается от других? Вот почему она получила такое название хатха? Хатха-йога, ну это просто такое слово, статическая йога переводится. И в ней выполняются упражнения статические, конечно же, по-доброму к своему телу, без боли, потому что доброе, да. И логичная система самопознания означает, что каждое упражнение очень эффективно. То есть мы его выполняем, и наше тело максимум получает чего-то хорошего, того, что ему не хватает в основном. А как вы пришли к йоге? Ну вот это как? Было с рождения, не знаю, может, родители, например, занимались, и вы росли и видели, что вот да, я хочу тоже. Или это было таким естественным процессом? Случайно прочитали в книжке. Вот каков ваш путь был? Ну, совсем в детстве еще как-то йоги не было вокруг, а потом вдруг стали появляться какие-то упоминания, книжки стали появляться, но изредка. И почему-то сразу туда потянуло. Я нашел какую-то книгу в магазине, сразу купил, такая тоненькая, там позы были. Попробовал по ней позаниматься, ничего хорошего не получилось. Но стал искать дальше и нашел потом очень интересные лекции по йоге, послушал. А вот они очень хорошо легли на душу и действительно помогли жизнь к лучшему изменить. Ну и дальше все пошло-поехало. То есть сейчас йога — это то, без чего уже достаточно тяжело мне жить. Ну так как это прилив сил, это то, что помогает улучшать жизнь, причем на разных совершенно фронтах. То есть все-таки это часть жизни получается, да? Это не там разовая какая-то зарядка, да? Как вот у многих отношений есть. А вы, как Александр? Ой, у меня все намного было прозаичнее. У меня болела спина, я была офисным таким планктоном, сидела за компьютером в бухгалтерии целыми днями и дома тоже за компьютером. У меня болела спина, был лишний вес, и вот я не знала, как это все исправить. На тренировках активных, где надо прыгать, скакать, мне не хотелось идти, и я выбирала что-то поспокойнее. И попала на йогу. Пришла на занятия, и мне очень понравилось. У меня сразу пошел прогресс. Потом я начала интересоваться теорией йоги, нашла Международный открытый йога-университет и начала там изучать йогу бесплатно. Просто в интернете заходишь, читаешь. Читала, дочиталась до преподавателя йоги. Стала практиковать каждый день. Вот эти вот простые позы статические, про которые я сейчас говорила. И похудела, и оздоровилась, и все у меня сложилось в жизни прекрасно. Ну как думаете, все-таки в человеке что-то должно быть заложено, чтобы он каким-то образом, каждый своим путем пришел в йогу? Или человек случайно сталкивается с йогой и в итоге становится единым целостней? Вот как это? Вот у нас считается то, что лучшая реклама йоги — это самому заниматься йогой, и чтобы те, кто с тобой общаются, работают, видят, что у тебя жизнь становится лучше, ты становишься более таким счастливым. Даже жизнь лучше становится, не только позвоночник поправляется. Да. И вот они тебя видят и думают, что-то, наверное, правильно он делает. С ним не то, да? Что надо повторить. Да, тоже хочу так, и приходят. Ну, то есть мы достаточно сложно объясняем, что такое йога, но йога, у нее есть конечная цель, чтобы человек стал наиболее счастливый, наиболее свободный. И мы продвигаемся по йоге, если то, что мы делаем, делает нас более счастливыми и более свободными. Вот стал ты более счастливый, чем был месяц назад или вчера, значит, ты занимаешься йогой.
А Ага. йога, вот она просто свод Ничего себе. таких рекомендаций в совершенно разных сферах жизни, как становиться более счастливым. То есть как заниматься физически своим телом, чтобы становиться более счастливым, как заниматься, как взаимодействовать с людьми, чтобы становиться более счастливым, как работать. То есть есть такой раздел, который касается работы, карма-йога, чтобы становиться счастливее и свободней. Ну, что такое свобода, это тоже... Ну, то есть мы более свободны, то есть Независимо. Нет? независимы, свободны. Но если у нас есть, например, деньги в кармане, то мы более свободны, чем если у нас нет. То есть мы можем что-то купить. Если у нас здоровое тело, мы можем встать куда-то пойти, мы более свободны, чем если у нас Это нет вы здорового позволяете. тела. Соответственно, если мы какой-то влиятельный бизнесмен, мы можем там создать новое дело, и это более, ну, большая свобода, чем если у нас нету какой-то поддержки людей. Прям реально философия получается. У нас есть звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот смотрю передачу, и вот такой вопрос возник. Я нахожусь на 3-м месяце беременности, и сейчас вот в интернете часто вижу курсы йоги для беременных. Вот как относятся ваши гости к этому? Я человек не очень спортивный, но попробовать, может быть, хотелось бы как раз в этом периоде жизни. И вот еще тоже иногда видишь йога вместе с детьми, фитнес вместе с детьми. Может быть, это все-таки, наверное, травмоопасно может быть, ну, для ребенка. Спасибо. Спасибо большое вам за вопросы. Ну, вопрос по беременности это ко мне. Я не очень давно стала мамой, сегодня моей малышке 6 месяцев исполнилось. Вот. И я занималась йогой почти до самого конца беременности, но это с учетом того, что я практиковала до беременности очень много йоги. Заниматься йогой безопасно, если вы занимаетесь с профессиональным инструктором. Если же вы хотите заниматься вот так вот просто встали и сразу же с утра во время беременности, то я, может быть, даже не советую все-таки хотя бы несколько раз сходить к инструктору, узнать, какие позы можно делать, какие нельзя. Там, правда, во время беременности очень много противопоказаний, плюс надо узнать, что ваши врачи говорят. То есть поэтому все-таки не дома, все-таки идти куда-то к профессионалам, искать преподавателя йоги, таких много в нашем городе. И у них все уточнять, узнавать, может быть, индивидуально, может быть, в группе. Как Также- учебная физкультура. То есть вы же сначала приходите, занимаетесь с инструктором, а потом можно уже будет повторять неизвестное дома. Есть, конечно, отработанное. упражнения, которые не физические, например, медитации, но им тоже надо учиться. Это не так легко взять и сесть помедитировать. У вас зачешется за ухом, заболит спина, и вообще надо борщ варить. То есть вам медитация резко станет неинтересной. Поэтому скорее надо начинать с физических упражнений. Вот. Так, по поводу детей. Детей. Совместные Есть, вот мама вместе с совместно, мамой. честно скажу, что в нашем городе, я не знаю, есть ли такие занятия, не встречала совместной йоги. Есть занятия просто для детей, ну, насколько я знаю, там берут, наверное, от 6, может, лет, уже таких чуть постарше. Конечно, 3-летним деткам будет сложно, возможно, надо постарше. Бывают родители, которые самостоятельно практикуют, возможно, они со своими детьми могут дома позаниматься. Но не знаю, насколько им будет это интересно. Я бы все-таки постарше бы деток уже водила на йогу, хотя бы к школьному возрасту, где они уже поосознанней и смогут заниматься. А малыши пока, у них и так вся жизнь йога. Они счастливы, и каждый день все счастливее и счастливее. Поэтому, может быть, их и не надо пока водить на йогу. А может, мы чему-то наших телезрителей вот прямо сейчас, прямо вот на этих местах научим, что-то покажем? Ну, из самого простого, что я могу посоветовать, например, вы находитесь на работе, и вам нужно сосредоточиться, у вас, например, в голове каша, 1000 мыслей, может быть, еще и стресс, начальник требует срочно сделать отчет, и вам нужно срочно собраться с мыслями и сосредоточиться. Что мы можем посоветовать? Это, конечно же, медитация, сосредоточение. Для этого нам нужно сесть ровно, с прямой спиной. Давайте все вместе, да? Да, сделаем. Просто не вот так вот делаем, да, медитацию, не вот так вот, а Так, садимся, ровненько, да? выпрямляемся, да. Садитесь при этом- вместе с нами, дорогие Да, телезрители. выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. Поза должна быть удобная, непринужденная. Руки положите как удобно. И вы можете первое, что сделать, это сосредоточиться на своем дыхании. Дышим мы только через нос. Старайтесь дышать так, чтобы двигался ваш живот. На вдохе живот округляется. На выдохе подтягивается. И воздух
спокойно выходит из вас. И такие вдохи и выдохи. Слушайте, этому прямо обратно нужно учиться. Прям контролировать себя нужно, да? Хотя это должно быть естественное дыхание. Да. Полное йоговское дыхание как раз происходит трехступенчато, когда дышит живот, грудная клетка и верхняя часть груди. Все эти три части должны потихонечку надуваться. На вдохе надувается живот, грудная клетка, ключицы. На выдохе в обратном порядке все сдувается: ключица, грудная клетка и живот подтягивается. То есть это прям очевидно со стороны должно быть, да? Ну, нет, это может быть даже ваше внутреннее ощущение. Не обязательно, что это должно видно со стороны, но хотя зачастую видно. И такое дыхание, оно поможет вам сосредоточиться, отбросить все мысли. После этого дыхания вы откроете глаза и поймете, что в голове как будто бы все по полочкам уложилось, и вы еще наполнились силами. В чем сложность? Сложность у людей зачастую сидеть с прямой спиной. Очень сложно, поэтому если у вас есть куда облокотиться, например, вы не можете, у вас заболело, вы можете сесть с прямой спиной возле стены, в кресле, только не в мягком, чтобы вы назад упали, а в более твердом. Такое дыхание вы можете увидеть у деток, особенно у новорожденных, у маленьких. Приглядитесь, как они дышат, и вы заметите, что у них очень активно двигается живот, они дышат животиком. Вот учитесь у своих детей, это лучшие учителя. Поэтому я и говорю, что вот таким маленьким деткам и не нужно на йогу. Они уже и сами лучше вас все знают и умеют. Йога-практики. Да, это наши маленькие учителя, поэтому вот детки, учитесь у них дышать. Также существует еще одна очень сильная практика. Она называется сложно Кхичари мудра. Она выполняется совершенно незаметно для людей вокруг, но обладает очень большим положительным эффектом, особенности на уровне разума, когда нужно собрать мысли в кучу и сосредоточиться. Как она выполняется? Я беру и поднимаю язык к верхнему небу. Такое глотательное движение. И пытаюсь его проглотить. Постарайтесь при этом лицо расслабить, чтобы не быть очень сильно сосредоточенным и смешным, а то вы распугаете всех вокруг. Со временем у вас получится держать так язык, и никто не будет даже догадываться, что вы что-то делаете. И вот так вот с языком, поднятым кверху, можно работать. Например, делать какую-то задачу. Да, особенности, я работала в бухгалтерии, у меня было очень много цифр, и мне нужно постоянно было голову держать свежей, чистой, ясной. Потому что если ты что-то упустишь, потом очень долго искать. И вот такая практика мне помогала не ошибаться. Во всяком случае, сократить количество ошибок в своей работе намного. Также хорошая еще практика это в том, что если мы болтливы, то эта практика в офисе помогает нам иногда закрыть рот и помолчать, поработать. Вот, поэтому начальники, берите на вооружение Кхичари мудру. Конечно же, у нее очень сложно есть объяснение, мы его не будем касаться. Можете просто довериться и выполнять эту практику в любое время, сколько получается. Язык будет уставать, сразу говорю. Это такая же мышца. Вначале язык будет уставать, поэтому держите столько, сколько можете, отпустили, отдохнули, потом снова. Заметите, что эффект очень хороший. И правда, разум проясняется. Особенность, когда вот вам очень срочно надо прийти в себя, подержите. Прямо безграничное количество времени. Если получается, сил хватает у мышц языка. Кстати, язык потом растянется и все дальше и дальше будет проходить. Ой. Да. Но вы его не проглотите, не переживайте. Да, не язык, а вот эта уздечка, она будет растягиваться. Да, это очень полезно. Да. Владимир еще может рассказать о практике медитативные, сосредоточения. Он любит. Да. Про Кхичари мудру хотел добавить то, что она еще помогает, ну, если мы теряем вдруг сознание, у нас бывает голова кружится. Ну, например, в душном автобусе бывает такое. И надо вот резко прийти в себя, то мы берем, делаем Кхичари мудру и тоже проясняет разум. Если вдруг вспомните, то действительно помогает. Поэтому пока в нормальном состоянии дома тренируйтесь, дома в офисе, а потом в экстренных ситуациях поможет. Так, что-то еще попробуем из медитативных практик. Ну, надо обязательно сесть в удобную ровную позицию. Очень удобно, когда мы садимся на диване, на край дивана. Тогда мы автоматически у нас подтягивается таз, то есть мы не сутулимся. То есть если мы глубоко сидим, то часто мы сутулимся, а так у нас автоматически спина выпрямляется. И максимально расслабляем все тело. Вот прям надо почувствовать, как все расслаблено.
закрыть глаза и все просмотреть свое тело внутренним взором. И наша задача максимально отпустить все напряжения. По поводу дыхания я бы... Через 5 минут начнут звонить телезрители и спрашивать, почему у вас спят все? Это те телезрители, которые выйдут из медитации раньше, чем мы их попросим. По поводу дыхания я бы советовала все-таки сначала сделать такое упражнение, вот сесть и просто стараться наблюдать свое дыхание, не вмешиваясь в его процесс. Это очень хорошее упражнение, которое нас подготовит в дальнейшем к медитациям, к работе с дыханием. Но нам очень сложно просто наблюдать свое дыхание и не менять его. У нас там слишком близко в голове вот эти доли мозга, которые отвечают за, ну, как за наблюдение и за управление. Но при этом надо, то есть у нас дыхание сбивчивое, напряженное. Мы, когда будем наблюдать свое дыхание, то мы заметим то, что оно у нас или какое-то напряжение есть в грудной клетке, в животе. И сразу будет желание все это расслабить и там пытаться дышать глубже. А если мы примем все так, как оно есть, и будем наблюдать, то постепенно оно нормализуется, само по себе расслабится, и у нас дыхание прям, этот процесс захватит, будет очень приятно наблюдать дыхание. В общем, вначале мы стараемся просто наблюдать дыхание и никак в его процесс не вмешиваться и найти какие-то приятные ощущения. И это вот по 5 минут в день выполнять, если, то это нас подготовит затем и к медитациям, и с таким уже практикам с дыханием более сложным. Но есть такая техника безопасности. Обязательно, если подышали, надо полежать, отдохнуть, потому что... Да? Почему? Мы же дышали. Вроде же как все время это делаем. Почему еще полежать, отдохнуть? Ну, любой человек, он может очень быстро ощутить эффект работы с дыханием на себе. Мы начали дышать. То есть если мы специально сделали какую-то задержку или просто даже наблюдаем дыхание, у нас резко меняется состояние, и мы можем ощутить такой прилив сил. У кого есть проблемы с давлением, у них может давление повыситься, что плохо. Ничего себе. Даже если нет никаких проблем, то у нас все равно задействуются такие тонкие структуры, которые, с одной стороны, позволяют, когда мы работаем с дыханием, мы можем очень быстро наполниться силами, но как сильное средство, оно также и опасно. Поэтому мы можем разогреть все, что у нас там внутри, разогреть свои эмоции, мысли, и затем это приводит к тому, что мы перегреваемся. В общем, обязательно надо лечь отдохнуть. Отдохнули и еще немножечко отдохнуть. Да, хотя бы минутку. То есть не обязательно с этим переусердствовать. То есть 5 минут подышали и час лежать отдыхать не обязательно. Минуточку Кстати, вот достаточно. освобождать свои мысли, насколько легко это может получиться? Потому что мне кажется, вот если мне сейчас сесть и дышать, вроде как я буду присматриваться к своему дыханию, но я тем не менее буду думать про тот же самый борщ, о чем нужно, что нужно купить по пути с работы, что какие рабочие дела нужно еще завершить. Вот это вот как из своей головы-то вот так Вы вымести хотя бы затронули на время. самую болезненную тему в йоге, потому что все, что мы делаем, в принципе, вся наша деятельность, вот, всех физических упражнений, всех ментальных упражнений сводится только к одному — к уменьшению мыслей-форм в нашем разуме. В принципе, если брать все, что мы делаем, все, только к этому и сводится. То есть чем будет меньше мыслей, тем будет лучше. То есть мы сокращаем до одной, а потом убираем и одну. Но это все очень глубоко и сложно. Но у вас получается так уже? Если бы получалось, мы бы здесь уже не сидели. Ага. Почему? Мы бы уже были, не знаю, сверхлюдьми, наверное. Нет, конечно, нет. У нас пока что не получается. Но обязательно когда-нибудь получится. Вот. А так вообще вы прям в самую точку ударили, именно этим йоги и занимаются. Просто можно идти от грубого к тонкому, можно от тонкого к грубому. Вот как раз дыхание, медитация — это тонкое, это более сложное. А вот физические упражнения — это более простое. Можно прийти, встать в какую-то позу, застыть на ней на 30 секунд, и правда начнет сокращаться количество мыслей, убирается напряжение с физического тела, нам становится хорошо, у нас уже перестало болеть. Ведь все, что у нас болит, это тоже мысли, это все наш разум. Он подает сигналы, да, что что-то где-то напряжено, болит. Соответственно, мы становимся сразу же здоровыми, красивыми, молодеем. А все от нашей головы идет. То есть работаем с головой. Хоть и работаем, казалось бы, да, там в планке стоим, потеем, а по-настоящему работаем с головой. А вот человек, который приходит впервые или только еще задумался о том, чтобы
посещать, да, занятия йоги, с чем обычно приходят? Вот запросы наверняка у людей у всех разные. У мужчин одни, у женщин другие, по состоянию здоровья. Вот с чем? Что самое распространенное? Ну, у меня достаточно хороший опыт преподавания. Я знаю, с чем люди ко мне приходят. Они часто подходят ко мне, рассказывают свои истории. Ну, первое — это что-то болит. То есть болит спина, болит... Ну, как и ваш путь начался. Да, с что-то больной болит, и они очень хотят избавиться от боли, а на более интенсивные тренировки, да, какие-то фитнес-тренировки, они не могут пойти от того, что болит. Там, например, надо прыгать, что-то качать, они не могут. Йога, она щадящая, делается все без боли, любой уровень может прийти, да, подготовки, самый даже начальный. И, конечно же, мы принимаем таких людей и помогаем им, стараемся избавиться от этой боли. Вторая — это похудеть. Тоже по каким-то причинам люди не могут прыгать. Например, у них давление, они не могут там кардиотренировки какие-то делать, не любят железо таскать. Они приходят на йогу и тоже худеют, потому что упражнения все-таки физические, они требуют затрат каких-то, да, физических. Соответственно, хочешь не хочешь, похудеешь. Плюс перестраивается весь гормональный фон, особенности у женщины, они решают более какие-то глубокие проблемы, не только там у них именно вот физически что-то, да, уменьшается жир, потому что они простояли в планке. Нет, там еще перестройка идет. Многие даже перестают просто кушать. То есть они занимаются йогой, перестают много кушать. Не просто кушать, а много кушать. Солнцем питаться. Нет, не солнцем питаются. Они просто, например, приходят домой, многие рассказывают, говорят, мы не хотим кушать. Если раньше они вечером наедались, то теперь они пришли после занятий йогой. Говорят, мы не хотим. Они ложатся бодренькие, такие вот счастливенькие спать, спокойно спят, ничего не кушают на ночь. Да. 3 раза в день. Меняется образ жизни весь. День становится гармоничным, человек гармонично живет, он становится сам гармоничным, то есть подобное в подобном, да, внешнее, внутреннее. Вот йога меняет. Кто-то со стрессом приходит, глаз дергается на работе, сложности, или дети маленькие, многие приходят мамы, вот мы в конце Отдохнуть. говорили про отдых, да, они приходят реально отдохнуть от деток, от стресса. Можно я в шавасане все Да, занятия да. пролежу, да? Именно так и говорят, как мне ваша шавасана помогает, без нее вот прям я уже не могу, иначе они не могут этот стресс снять никак. Они за час отдыхают в зале, хотя как бы они работают физически, но они отдыхают душой. Вот. Также какие еще? Ну вот это основные, наверное, 3 группы. Это оздоровиться, похудеть, снять какой-то стресс. Также, конечно же, приобретается практика гибкость, сила, молодость. То есть это все тоже идет. Но напоминаю, что это все побочный положительный эффект от йоги. А не сама цель? Не, да, сама цель — это все-таки свобода. Физическая, ментальная, на всех уровнях. Ну и все-таки, йога — это спорт или религия? Ответ очень хороший. Йога — это и не спорт, и не религия. Так, а что тогда? Но я чуть-чуть прокомментирую. Часто йогу считают религией. Дело в том, что она сильно вплелась в Индию, в их образ жизни, а там страна крайне религиозная. И они, с одной стороны, используют методы йоги, а с другой стороны, они религиозные, поэтому они совмещают. Но хотя это вещи разные, можно их разделить. То есть йогу может практиковать атеист очень хорошо, может человек любого вероисповедания. Это никак друг другу не противоречит. Ну и йога — это не спорт. В спорте там другие цели. То есть в спорте у нас какие-то достижения физические, а в йоге... тоже достижение состояния счастья, свободы. Его не измерить. Ну да. Да, но несколько более универсально. То есть йога, она призывает, вот прям обязательно призывает, вы должны ставить цели и их достигать. В том числе вы можете в спорте поставить цели. Вот сейчас тоже же часто слышно то, что профессиональные спортсмены, они используют методы йоги. Там шавасану ту же или какие-то еще практики, медитации. И это повышает их результаты. Но это они применяют методы йоги в спорте. И йога призывает. Обязательно ставьте цели, не обязательно в йоге, то есть просто в жизни. У вас должна быть цель, вы ее достигаете. Вот. Но это все равно йога нечто более... Ну, это очень широкое такое. Это то, что позволяет нам расширять свою свободу. Сейчас нам пора перерываться на рекламу, но на этом наш разговор про йогу не заканчивается. Мы обязательно покажем вам еще несколько практических
упражнений, скажу так, поэтому не переключайтесь. В эфире «Рабочий полдень» мы продолжаем говорить о йоге, заниматься йогой. За кадром на медитативные практики мы оставили Владимира, а вот с Татьяной мы, с Александрой переместились, прошу прощения, на другую площадку. Покажем мы что-то интересное, Да. что-то очень полезное, как минимум. Мы сейчас покажем, как на рабочем месте можно применить знания йоги и облегчить себе жизнь, когда что-то болит. Мы садимся, мы зачастую в офисе сидим на стуле, Сидим, да, да, целый много день, сидим. у нас болят плечи, болит шея, устают глаза и так далее. Как можно помочь себе уже сейчас, прямо на работе? Ну, первое, что мы можем сделать, отрываем взгляд от компьютера, и первое, что болит у нас шея, глаза. Мы взглядом находим одну неподвижную точку перед собой и начинаем очень плавно поворачивать голову влево-вправо, при этом взгляд остается в одной точке, мы разминаем глаза. Амплитуда будет разминаем. не очень большой, получается. Нет, конечно, все без боли, все без дискомфорта, должно быть приятно, комфортно. Это называется упражнение для глаз дришти крии на санскрите, глазные крии. Крии — это движение. Останавливаемся. И теперь несколько движений круговых, взгляд все еще в одной точке. Взгляд, кстати, не дает нам перегнуть шею, да, в одну из каких-то сторон и в другую сторону. А почему, интересно, если в России достаточно давно практикуется йога, почему не придуманы русские названия? Есть Есть? круговые движения головой. Это и есть Русский вариант, да? Да, русский вариант. Нет, почему? Есть поза коровы, поза собаки, все это мы на русском говорим, то есть мы избегаем санскрита там, где можно его избежать. Ну, иногда люди хотят что-то услышать интересное, новое, поэтому мы даем им немножечко такой изюминки. Хорошо, останавливаемся, переходим уже к основным упражнениям. Потянули руки, садимся снова ровно, Ой, удобно, да. Расстегнусь. Да? Потянули руки, толкнули грудной отдел вперед. Правую руку опускаем на правую лопатку, левую на О, левую. боже мой, как-то у меня очень деревянненько получается. Ничего, как получается, это уже хорошо, это уже отлично, главное без боли. Такое упражнение очень приводит в тонус всю верхнюю часть спины, руки. Подглядываю, у нас аппаратная так делает все. Да, толкаем грудной отдел вперед, при этом следим за поясницей, никакой боли в пояснице не должно быть. Держим столько, сколько приятно, или столько, сколько можем. Кому не хватает усилия, может его добавить, да, потянуть руки назад за уши. Прям другой рукой помочь? Нет, это Нет, я показала, именно какую часть мы направление. растягиваем, да. Хорошо, выходим, опускаем руки, молодцы. Заметили, что пришел О, тонус, да. Следующее упражнение — это скрутки. Скрутки мы делаем осторожно, приятно. Ягодицы сидят никуда, вот так, не взлетают. Мы начинаем поворачиваться в любую сторону, отталкиваемся одной рукой от бедра, второй можем взяться за спинку стула, потому что нам здесь некуда больше, да, руку вторую деть. Скрутились. Куда смотреть? Смотрим либо назад, если позволяет наша шея и ничего не болит, либо в сторону. Также в этом положении мы вытягиваемся вверх, вытягиваем позвоночник, То есть мы себя как будто бы скрутили и тянем вверх. вытянули, да. Никуда не заваливаемся, находимся столько, сколько приятно в этой позе. Если требуется добавить усилия, то плавно отталкиваемся, докручиваем себя. И также плавно выходим. После скрутки надо вытянуть снова позвоночник, потянули руки вверх. Приятно потянулись и выполняем в другую сторону. Ведь все повороты должны в обе стороны обязательно Да, выполняться, конечно да? же, То мы есть делаем это- симметрично, очень осторожно. И запомните, там, где есть боль, там нет йоги. Это просто железное правило. Поэтому все выполняется без боли. Выходим. Очень размеренная практика. Ну, это именно за рабочим столом, да. И следующее упражнение мы можем встать. Это упражнение можно выполнять сидя, можно выполнять стоя. Мы заводим одну руку за спину, чуть-чуть помогаем локтю,
да, зайти. И второй рукой цепляемся за ладонь первой руки. И вот такая вот поза у нас получается. Если вы не достали руками, ничего страшного. У вас огромный там, рабочий стол, берете линейку, карандаш, все что угодно, и цепляетесь за концы, например, линейки. То есть ничего страшного, если не дотянулись, подержали. Здесь тоже толкаем грудной отдел вперед и убираем прогиб поясницы. Мне просто вот пиджак не очень Пиджак, удобен, да, и не очень позволяет неудобно. мне. Выходим из позы также плавно, я могу показывать. И, конечно же, симметрично на другую сторону. Вы можете обнаружить, что одной рукой вы достаете, второй не достаете. И тут вам надо окинуть взглядом свое рабочее место. Возможно, вы криво сидите. Возможно, у вас монитор где-то здесь, вы сидите как-то так вот. Возможно, у вас мышка как-то вот так висит, и у вас все, пошел перекос в теле. Соответственно, делайте все как можно гармоничней, прямее, чтобы голова никуда не западала. Да, монитор был где-то перед глазами, мышка была удобна. Это очень важно. Это потом... Я так понимаю, что через некоторое время, если регулярно делать, наверняка наши телезрители заметят, что Перекос уйдет. Ушел, да. Да. И, конечно же, если явно есть перекос, то мы делаем, например, на ту сторону, на которой перекос, 2 раза, 3 раза. Ну, больше, да, на какое-то количество раз. У нас еще есть время? Есть у нас время еще немножечко. Немножечко есть время. Я бы хотела еще одну позу показать стоя, которую можно тоже выполнить. Можно всем отделом сейчас встать, поставить ноги чуть пошире плеч. На каблуках, конечно, я выполнять это не советую. Так. Да, потому что это скорее не полезно будет. Разворачиваем одну стопу в сторону. Поза треугольника, триконасана. И мы очень плавно скользим по ноге с развернутой стопой, вот до какого-то момента мы останавливаемся, возможно, на бедре, и вторую руку поднимаем вверх. Толкаем таз вперед и посмотрели вверх на вытянутую руку. Главное, и у вас сейчас я буду показывать, растягивается вся боковая часть тела, таз толкаем вперед, и вот так вот не вперед, не наклоняемся, не заваливаемся. Если болит, тянет под коленом, колено можно подсогнуть. Если стоите неудобно, нашли удобство, поставили ноги пошире. Какое колено можно подсогнуть? Вот этой ноги, которая развернута, потому что девочки иногда ставят, и мальчики, очень широко ноги, и у них начинает очень сильно тянуть. Поэтому здесь надо регулировать. И вот, Смысл не в широком расставлении, да? да, ну, Потом к широко этому всё равно ставят прийти те, кто давно практикуют. Вначале можно чуть поуже. И таким вот образом делаем на другую сторону. Это уже позы стоя. Хочу сказать, что поз при огромное количество, их просто 1000. Кстати, русский вариант позы треугольника, Да. а санскрит триконасана. Вы заметили, как похож санскрит и русский язык? Не заметила. Триконасана. Триконасана. Ну да, да, в принципе. А сколько раз в день вот лично вы занимаетесь? Я занимаюсь, сейчас у меня очень маленький малышочек, и если мне раз в день хотя бы сколько-то, не знаю, минут 15, 20, 30 находится, это очень хорошо. Иногда урывками, бывает... то есть можно заниматься? Вот Да. сколько есть времени, столько Да. и позанимайтесь, чем не позанимаетесь. Даже, как в знаете, принципе. подумать в этом направлении уже хорошо. Привычка вырабатывается в течение 21 дня, вы знаете. И в течение 21 дня надо хотя бы, если даже пропустили занятие, да, практику, то хотя бы подумать в этом направлении, посидеть на месте практики. Можно даже с ребенком, если он у вас маленький. Вот. Если есть возможность позаниматься. Хотя бы 3 позы, одну позу, 5 минут. Но обязательно надо. Привычка должна выработаться, потом все как по маслу пойдет. Александра, спасибо большое, что Пожалуйста. пришли в студию. И спасибо большое Владимиру. Приходите еще, рассказывайте, учите. Мы будем достигать счастья. Мы тоже все хотим быть счастливыми. Конечно. Всего доброго. До свидания. И нашим телезрителям я напомню, что посредством функции управления просмотром телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир рабочего полдня или посмотреть записи всех эфиров на сайте телекомпании jurgen.rf. Впереди 2 дня выходных, чтобы подумать о йоге и отдохнуть. Увидимся в понедельник и с новыми силами начнем 39-ю неделю года. Кстати, говорим мы об актуальной проблеме – детском ожирении. Разберем, что можно есть, а что нельзя. До встречи! Yeah.